Меня зовут Рамиль Рабисович Сераев. Я тренер по греко-римской борьбе. Тренирую спортсменов около 30 лет. Александр Викторович Колосов такой есть у меня друг, близкий, старший товарищ. В свое время он меня во дворе заметил, 7-летнего пацана, привел меня в борьбу. С тех лет я уже с борьбы не уходил никуда. Родители сперва не знали, я им говорил, что я в гимнастику хожу. Они боялись. Ну а потом, когда уже грамоту принес с соревнований по борьбе, они уже как бы не стали противиться, потому что уже долгое время занимался, там года 2 или 3, уже как бы от этого я уже не ушел бы никуда. Я начал тренироваться где-то с 7 лет, Ваня поставил. Потом занимался в трудовых резервах великого тренера Владимира Алексеевича Бормана. После этого ехал в Санкт-Петербург, поступил на учебу в Ленинградский институт физкультуры имени Лесгов. Шел в армию на 2 года. В войска ПВО. Так получилось, что после где-то 6 месяцев службы меня вызвали уже в СКА Ленинградская. И уже там опять начал продолжать тренироваться. Меня пригласил в Питере тренер, попросил его заменить, когда уезжал на соревнования. Я начал тренировать, и мне это все понравилось, и меня втянулся в эту работу. Тренер – это призвание души, потому что желание должно быть, способность жить со своим учеником и в поражениях, и в победах. Где-то подзатыльник дать, где-то так пожурить по-отцовски, где-то ласковые слова сказать, когда он заслуживает. Я думаю, что в любом виде спорта это так. Прежде всего, тренер должен настроить спортсмена на победу, на удачу. Легким бегом побежали. Глеб, побежали легким бегом. У нас 2 тренировки в день у взрослой команды. Плюс у нас малыши тоже тренируются. И есть молодые тренера, с которыми советуешься, им советуешь. Так и целый день проходит до 9 вечера. Сейчас спинку, на живот ложимся, спинку 20 раз. Пошли. Проблем много, и по питанию надо решать, и по витаминизации, и самое главное дисциплина, конечно, у ребят. Постоянно с ними надо разговаривать, надо постоянно беседовать, им это объяснять все. Поэтому самые такие проблемы, это я думаю, что все в спортсмене самом. Давай, до конца. До конца все, хорошо, молодцы. Он у нас воспитывает, подготавливает спортсменов высокого класса. Все тренеры стараются, по крайней мере, нашей школы, равняться на его тренерскую работу, спрашивают у него советов каких-то в плане проведения занятий, составления календарных планов. Ему доверяют очень дети, и он с ними общается, мне кажется, как на равных, не ставит себя выше их. И борется вместе с ними на ковре, живет полностью их жизнью. Если не спроси про каждого, он знает, что у него, как у него, он все про них знает.
Ты хочешь сейчас сразу быстро выйти и бороться, что ли? Нет. Вам еще учиться и учиться. Когда говорят, вот талантливый мальчик, да, я говорю, если он дисциплинированный, он будет выигрывать. Если он нету дисциплины, тогда он не будет, какой бы он талантливый ни был, он не будет. Потому что на сегодняшний день дисциплина бьет мастерство, да, а трудолюбие бьет талант. Кто больше желает, кто больше тренируется, кто больше отдает себя до последнего, тот и выигрывает. Надо научить спортсмена отдавать самого себя до конца, на тренировке выкладываться, на соревнованиях, чтобы он шел до конца. А это все психология, это и волнение надо убрать, и сомнения его убрать надо, особенно перед соревнованием. Он должен верить в себя, прежде всего в себя, в тренера. Мы всегда рассчитываем на первое место. Это вот неожиданность будет второе или третье место. Я и ребят готовлю, что они должны быть только чемпионами. Потому что на сегодняшний день Россия, она одна из лучших держав по греко-римской борьбе. Не наши места, это второе, третье. Мы только едем до первого. У нас очень хороший тренерский состав, сборная России. Дух наш, дух и желание лидерства. Это, думаю, помогает многим. Когда ребята стоят на пьедестале, и когда играет гимн России, и некоторые даже плачут, когда ты горд за своего ученика, это очень волнительно и очень гордость распирает. Слушай, тут вот вызов пришел у наших спортсменов. Ну, они по сборной же. Да. Ну все, они у нас готовы. Готовы. Ну, Базанов должен прийти еще вызов. А ты сам поедешь тоже? Нет, сюда не поеду. Поеду я в Питер. Вот этот список надо составить из сборной Республики Башкортостан по взрослым. Подать документы в федерацию. Вот я написал, сейчас еще допишу Баянова и Муху. Допишу Мухаметьянова. Пик нашей борьбы и расцвет приходится на 80-е годы, где сборная команда наша, башкирская, на чемпионатах России 2 года становилась первой. Я бы сказал, сейчас мы приближаемся к этому уровню. Ну, плюс вот эти победы яркие на чемпионате мира среди молодежи. Вот, 2 человека, которые заняли 1-е и 3-е места. Но ни одна область не дала столько представителей в сборную команду. И Нахчола Базанов выиграл абсолютный чемпионат России. И с первенства мира до 24 лет у нас вот золото Ислам Апиев, Фадис Валитов бронза. Ну, давно таких результатов вообще не было, чтобы 2 человека с республики ездило на первенство мира, и оба приехали с медалями. Не было даже, чтобы ездили, а здесь оба поехали, и оба с медалями приехали. Всего лишь 3-е место, к сожалению, но все равно я рад результатам. Это было в Венгрии, в Будапеште. Первенство мира. Я отдался на все 100%, поэтому даже не переживал, честно сказать. Бывает, и проиграл, и выиграл. Но после проигрыша делаем выводы и потихоньку стараемся выигрывать. Конечно, совершенству нет предела. Работать надо постоянно, над собой работать надо, над ошибками надо работать. Зачем ты поднял ногу? А?
Давай, давай. Давай, давай. Вот смотри, он стартует. Смотри, и нога вот эта, той ногой толкаешься, а это бьет жестко. Во! Во! Без поражений, говорят, нет побед. Знаете, поражения тоже иногда бывают полезные. Иногда ты после поражения начинаешь больше осмысливать какие-то моменты. Когда он проигрывает, здесь мы уже садимся и начинаем все просчитывать, где мы ошиблись. Потому что когда спортсмен выигрывает, у него много нянек. Когда спортсмен проигрывает, остается тренер и спортсмен наедине. Алан, больше так не делай. В 81 весишь и в 92 идешь. Травму лишний раз травму не надо получать нам. Ладно, выиграл 92, но нельзя так делать. Малсак хорошо отборолся. Ну, Хашакеев, что я скажу? Ты же на тренировке нормально все делаешь. Свое, когда нарабатываешь, у тебя все получается. Чего ты лезешь в чужую борьбу? Сейчас опять едешь на соревнования, поэтому подумай. Хаджиев, молодец, выиграл. Я скажу, что выполнил мастер спорта. Он успевает, вот смотрите, он успевает тренироваться и успевает еще нам помогать в тренерской работе. И еще учится. Но я думаю, самая дорогая победа, это, я думаю, первая, когда первый ученик у тебя выигрывает, там, становится мастером спорта. Это первая, как бы, такая ласточка. Потом ты думаешь воспитать там чемпиона России, потом ты думаешь воспитать чемпиона Европы, потом мира. И так идет по ступеньке. Хорошо, а руку не отпускай. Руку не отпускай, да. А так хорошо. Хорошо. Мы пришли сюда буквально месяц назад. Узнали, случайно давно хотели сходить, отправиться на какую-нибудь спортивную секцию, но вот греко-римская борьба, мне кажется, наиболее подходящая для мужчины. Мальчик всегда сможет за себя постоять, защитить. И, в принципе, для здоровья, конечно, потому что дети сейчас очень мало двигаются, школы, много занятий, а здесь они получают невероятную разрядку. Самое удивительное, это все бесплатно. Когда-то, вот я еще в школе учился, да, у нас была по программе борьба. Как гимнастика, как там баскетбол, волейбол. Но теперь вот мы стараемся внедрить это опять. Это сейчас уже пошла программа, третий урок физкультуры борьбы в школу. Вот уже пилотные проекты там прошли, где-то сколько у нас там, 16 школ, по-моему, вот, по Башкирии. Поэтому в следующем году еще, наверное, школ 50. Ну, я думаю, что у нас получится, тем более с таким главой вот, республики. Так что все в наших руках. Ну, приемы какие отрабатываете? Вот. Уже когда на соревнованиях начнет выступать, только тогда уже будет видно, может он бороться или не может, там потихоньку. Я думаю, они все смогут, главное поработать надо немного, захотеть работать. И на ковре бороться, и в жизни надо бороться, добиваться своих результатов, целей своих. Борьба – это такой вид спорта, где спокойствие должно быть, уравновешенность, дисциплина. Поэтому я думаю, что у них и в семьях все хорошо, потому что они знают свое место, они знают себя. Я живу борьбой. И первым делом это тренировки, тренировки и еще раз тренировки.